Пенсионерка Галина Викторовна оформить документы на приватизацию своей двухпокоевой квартиры у Маларыте поспела. Растарміноўка на 40 годов робить посильным, что месячный кошт пытания. Але з улікам символичной пенсии жанчыны сумнению яе паўстаюць. 10% первый взнос от полной стоимости квартиры. Вот, все оформил документы. Ну вот мы выплачиваем уже с 2014 года, но все-таки считаем, что очень большая сумма. И хотя почала Галина Шульга адразу з перапіскі з рэспубліканскімі ўладамі, адказ на свае пытанні яна атрымала ў маларыцкім райвыканкаме. Сюды на выязны прыём прокурора в области і старшыні камітэта дзяржкантролю людей запісалася шмат. У іншых раёнах, дарэчы, чарга збіралася меншая. Аднак большасць з тых, хто прыйшоў, так ці інакш цікавіла менавіта жыллёвае пытанне. В июле уже заканчивается срок по приватизации, конечно, людей это беспокоит. И сегодня было несколько человек, которых беспокоил вопрос именно стоимости приватизированного жилья. В ходе разговора и так по предварительной информации мы видим, что здесь, скорее всего, нарушений нет. Поэтому мы дали разъяснение, но тем не менее поручение даны мною разобраться по порядку расчетов для того, чтобы граждане четко понимали, нарушены их права или нет. Практика сумесной работы прокуратуры и дзяржкантролю себе оправдала давно. Это подкреслівае и прокурор в области Виктор Климов, и старшыня областного комитета Дмитрий Баско. Таким чином, кажут яны, можно просачить за дзейнасцю мясцовых органов улады и при необходимости стимулировать процесс вырашэння асобных пытанняў. Люди, которые пришли, в некоторых случаях, конечно, не во всех, поставили конкретные вопросы, которые действительно необходимо руководителям решать, в том числе и органам прокуратуры. Но, естественно, мы это не сможем сделать без местных органов власти и управления. Я думаю, что мы будем работать все равно совместно и совместно решать эти проблемы. Пенсии, кражи, несанкционованные ремонтные работы по принципе хотели як лепей, а яшчэ даўнія крыўды, эмоции и відавочныя запазычанасці па частцы ўзаемапаразумення. Але выслухали усё и усіх и выявили, что большасць заяўнікаў да райвыканкама не дайшла. Было очень много людей, которые до этого в исполком не обращались. Поэтому, конечно, в первую очередь они должны идти в исполком. Если уже здесь не решаются вопросы, то тогда идти и к нам, а мы будем принимать уже соответствующие меры реагирования. Беларусь правовая держава, и калі пытанне можно вырашыць на месцы, то там яно павінна вырашацца і ўрэшце пэўна вырашыцца. Скакаць жа праз галаву благі тон. Пакуль кожны добра робіць сваю справу, сістэма працуе як гадзіннік. Олеся Зеленко и Александр Воронин, телерадиокомпания «Брест».